На МОНДе и подрядных организаций при этом большом крупном предприятии и комбинате, работает огромное количество людей, это несколько тысяч человек. Сегодня или в прошлом году руководство МОНДе приняло решение о том, чтобы начать процесс переаттестации. Как правило, такой процесс начинает тогда, когда есть желание оптимизировать свои расходы. В данном случае, возможно, подобные планы были как раз у руководства, потому что сегодня мы как раз получили этот острый сигнал о том, что части людей сегодня не хотят платить за вредность на производстве. При этом МОНДе пытается всячески отстоять свою правоту в судах, самых высоких, говоря о том, что наше производство не столь вредное. Но закон говорит иначе, и правосудие говорит о том, что все-таки производство является вредным. Первый момент, который мы должны, наверное, проговорить, это вообще, что происходит сейчас. На какой стадии сейчас ситуация? Насколько она остра? Многих ли это действительно коснется? Как к этому относятся люди, как они на это реагируют? Что они собираются делать дальше? И какую позицию сегодня занимает правком? И каковы аргументы самой администрации? Потому что вопрос сегодня не первый день существует, и так или иначе позиция, возможно, может несколько меняться. Вот мы хотим сначала собрать всех, понять, что происходит. Поняв, что происходит, значит, дать ходу дальнейшее развитие. Возможно, это будет обращение в какие-то надзорные контрольные органы, дабы разобраться в том или ином, скажем так, развитии ситуации. Либо мы будем убеждены в том, что все-таки руководство МОНДИС ЛПК понимает, значит, тупиковость данной ситуации и, наверное, имеет смысл все-таки решить этот вопрос так, как его, в общем-то, просят люди. Это не то, чтобы некий третейский суд, но мы исходим из того, что на МОНДИС ЛПК работает огромное количество людей, а это наши избиратели, кстати говоря. Поэтому мы сегодня, по сути, руководствуемся интересами наших избирателей. Их это беспокоит, значит, это беспокоит и нас. МОНДИС ЛПК сегодня ведет свою деятельность как огромная корпорация на территории многих стран нашего мира, да, нашей планеты. Данный комбинат находится в Республике Коми, является контрагентом в нашем регионе, платит налоги здесь, или часть этих налогов платит здесь. И сегодня, безусловно, этот комбинат должен руководствоваться позицией Республики Коми. И позиция такова, что мы сегодня и власть, правительство Республики Коми, Вячеслав Михайлович по этому поводу тоже говорил, и, естественно, партия власти на стороне людей. И, конечно, мы сегодня будем руководствоваться тем, что важно для людей. И если мы говорим о том, что мы можем сделать, безусловно, это позиция, которая должна повлиять на позицию руководства. И если будет необходимо встречаться с этим руководством, возможно, это будет необходимо, то мы готовы на это выходить. Плюс ко всему прочему, важно понимать, что мы все живем сегодня в правом государстве, и кому бы ни принадлежал комбинат, и кто бы ни являлся его владельцем, он работает и ведет свою деятельность здесь, где производит свою продукцию, зарабатывает, и на кого работают наши люди, наши жители. А значит, наверное, мы должны руководствоваться общим интересом, найти некий компромисс. Поэтому мы будем влиять и воздействовать на руководство МОНДИС ЛПК. Если для этого необходимо обращаться в прокуратуру, мы это будем делать. Если в суд, будем делать и это.